Время и тяжелая болезнь никого не щадит. Джамал Эшба прожил наполненную яркими событиями жизнь. Очень много сделал для республики и многого достиг. Работал на разных руководящих должностях. В 1983 году Джамал Мушневич окончил Московский институт инженер-сельхозпроизводства. После год работал по профессии. Далее его переводят на должность управляющего сельским хозяйством в Ачимчирский район. В Абхазии только была введена в эксплуатацию птицефабрика в Кинге, Кинская бройлерная птицефабрика. Тогда был Советский Союз. По союзным меркам это был огромный объект, один из мощнейших. Там работало больше 1500 человек какое-то время людей. Джамал Мушневич возглавил профсоюзную организацию этого объекта. Мы тогда с ним познакомились. Он на протяжении всей жизни, у него были идеи, которые мало кому приходили в голову. По их грандиозности, я не без преувеличений говорю, люди часто сомневались о том, что к ним можно с какой стороны подобраться. У Джамала получалось воплощать в жизнь не все, но во многом своем получалось воплотить в жизнь те идеи, которые созревали у него. И тогда, еще в те годы, было очень много сложностей. Это был конец 80-х, начало 90-х годов. В 90-х Джамал Эшба становится предпринимателем в аграрном секторе. Джамал Мушневич также стоял у истоков национально-освободительного движения Абхазии. Обладая острым умом и ораторскими способностями, он принимал активное участие в работе НФА Айдгалара. После войны он с новыми идеями возвращается в село Кындах восстанавливать разрушенную птицефабрику. Им было создано действующие с нуля, восстановленные объекты. Там люди, ребята, которые, все друг друга знали, сделали цех по ферментации табака. И это было кустарное производство. Говорить о том, что это было что-то выдающееся, сейчас, может быть, не так звучит, но по тем временам это было новаторство, это было действительно выдающееся. Потом первые тепличные комбинаты с использованием термальных источников, это было им выдумано и осуществлено. Джамал Эшба был хранителем традиций, которые зародились на нашей земле тысячи лет назад. Он хорошо знал, что прежде всего крестьянским трудом созидалась многовековая история, а развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю, сеял, пахал и собирал урожай. Отец Джамала, Мушни Эшба, был известным работником сельскохозяйственной отрасли. Как и отец, Джамал Эшба всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Какие фигуры работали в то время? Это была плеяда опытнейших производственников, известнейших людей, отмечает Владимир Герия, который возглавляет службу защиты растений Минсельхоза, созданную в свое время Джамалом Мушневичем. Владислав Григорьевич Арзенбах руководил еще страной, когда Джамал был утвержден министром сельского хозяйства. Он работал министром сельского хозяйства в непростое время, недолго, правда, но деятельность свою вот в таком ранге и в таком масштабе он продолжал до конца жизни. У него много публикаций, у него постоянное общение с людьми в разных географиях нашей Родины, и большой, и малой. Он и выезжал часто, он привозил сюда людей, с которыми было очень интересно пообщаться именно на профессиональном уровне. Джамал Эшба был настоящим профессионалом своего дела, искренне, всей душой любил родную землю и глубоко уважал людей, работающих на ней. Он был увлекательным собеседником и душой любой компании. Все это снискало к нему искреннее уважение всех, кто с ним работал и общался. Знаете, к великому сожалению, когда такие люди, как Джамал, уходят из нашей жизни, жестко ощущается пустота какая-то. Он был для нас, для всех, каким-то незаменимым. Вот если его какое-то время не было на встрече с нами, значит, его не хватало. Это был очень интересный человек, очень грамотный, с неимоверным тонким чувством юмора, масса энергии, масса инициатив. Это его была такая характерная черта. С супругой Эльвирой Чкок Джамал Эшба создал красивую семью. Он отец двоих детей и дедушка 3 внуков, которые с честью будут нести память о нем. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.